Подростки Инты облюбовали пустующие квартиры в одном из малосемейных общежитий. Молодежь устраивает посиделки, пожары и погромы. В итоге страдают жильцы соседних квартир и арендаторы помещений первого этажа. Управляющая компания неоднократно заколачивала двери, но все безрезультатно. Теперь жилищники ищут другие способы борьбы с непрошенными гостями. Елена Кононова узнала подробности. Пустые пивные банки, обертки, раскиданные вещи и всюду грязь. Судя по всему, в эту квартиру, где никто не живет, регулярно наведываются подростки. Я не знаю, что здесь они делают, я не понимаю. Соседи часто слышат шум, но поймать за руку никого не удалось. Зато от визитеров постоянные убытки. Недавно здесь сорвали радиатор, затопило до первого этажа. Хулиганов не останавливают даже заколоченные двери. Вчера в данной комнате были закрыты окна, забиты были двери нашей управляющей компании. И сегодня по приезду сюда мы входим, дверь снова открыта, в свободном доступе, окна нараспашку. Перекрыть наглухо проход к этим квартирам по правилам пожарной безопасности нельзя. Решетка тоже вряд ли поможет. И такая беда практически во всех пустующих квартирах. В этом доме их половина. Кто-то из хозяев уехал из города, кто-то переехал в другое жилье. Фактически здесь проживает всего 31 человек. Числится у нас по списку муниципальных квартир более 50% преобладания, остальные частные. На сегодняшний день здесь живут именно те люди, которые живут, от 30 до 50 человек. Семьи в основном хорошие, поэтому жалко людей. Один из вариантов решения проблемы – установка скрытых камер, чтобы знать героя в лицо. А с видеоуликами управляющая компания намерена обращаться в полицию. За проникновение в чужие квартиры непрошенных гостей ждет ответственность, вплоть до уголовной. Елена Кононова, Наталья Думих, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.